вечер. Меня зовут Пановарев Михаил, я историк, занимаюсь фотографией, который были отсняты у нас в 19-20 веках. И разрешите представить мою работу, она называется «Обе стороны объектива». Начну с того, что я сам являюсь штатным фотографом экспедиции факультета, я невольно творческой фотографии. Вот. Внешнего вида фотография нормальная. Как мы видим, о чем-то я задумался. Следующая фотография, пожалуйста. Тоже общая фотография, внешне хорошая. Следующая. Тоже задумался. Следующая, тоже общая фотография, красивая такая на внешний вид. Но я тоже что-то задумался. Как бывает. Это самое эпичное для меня было селфи. Я на нее потратил 1,5 часа, забираясь на гору. Селфи не удалось. Приступим уже к научным исследованиям моим. Мы тут видим этнографа 21 века и этнографа 20 века. Следующее. Это якутский долгострой. Тут представлены цены классических якутских деревень, работники и застройщики. Как мы видим, особо процесс не меняется. Еще классическая картина для Якутии, так как каждый второй мужчина является охотником. Назад. Еще стоит отметить, что мужчина, якутский охотник, он является в Якутии первым профессиональным фотомоделью, который работал у фотографа Попова. А следующая картина для сравнения... Нет, назад. Следующая картина для сравнения — это та же эпоха, только в Британии, Шервудский лес. Мы видим, какая разница в одной эпохе и в разных частях мира года. Следующая картина. Теперь медицина и, можно сказать, священник Попов идет на крещение детей. Как видим, что пол транспорта не знали еще тогда. Следующая картина. Еще одна часть такого религиозного аспекта, можно сказать, в Якутии, это является шаманы, совместительство врачи и маги. Теперь мы видим наш любимый праздник СССР. Какая изменение есть? Людей поменьше, никто не пьет алкоголь, здесь видно. Все любят халяву, тоже тут распитие кумыса, что творится. И хоровод наш традиционный. Как вы ни странно, может, заметили, все очень тепло одеты. Этот вопрос меня уже давно волнует, но остается тайной пока. Следующая картинка. Тоже такая сцена, только уже свадьба, якутская невеста, очень красиво одетая, полностью в принципе лошадь якутская, и люди тоже тепло одетые, скорее всего, в то же время лето. Как мы знаем, у нас люди любят одеваться. Якутский показ мод, можно сказать, очень красиво одетые женщины, это традиционный женский костюм. Да, там точно все женщины и очень богатого класса. Как мы знаем, в Якутии самое драгоценное является не золото, не деньги, а шерсть. Пушнина. Шерсть это... шерсть для Якутии важна, потому что она холодно. И летом люди не оставляют свои традиции тепло одеваться. И как самый драгоценный металл для Якутии белое серебро. Таким образом мы приходим к выводу, что люди в Якутии до сих пор сохраняют свои традиции. Те, что мы праздники, которые рассмотрели, все события, остаются такими же. Охота, мужчины охотятся, СССР проводится уже ежегодно.
Ну и свадьбы похожие, ну они немножко поменялись с глобализацией. Там все, да? Ну, на этом у меня выступление подходит к концу. Спасибо за внимание.